Приветствую, друзья! С вами Эскендер Бариев. 11-12 октября 2019 года в Стамбуле, Турецкой Республике, состоялась третья конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, в которой приняли участие делегации 5 государств – Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции. В составе делегации Российской Федерации оказались депутаты Государственной Думы Руслан Бальбек и Наталья Поклонская, незаконно избранные на территории оккупированного Крыма. Это конференция противодействия терроризму или сдерживания государственных репрессивных машин? Что может объединять Турцию и Китай, власть которого жестко преследует родственных туркам уйгуров? Что может объединять Пакистан, Афганистан и Китай, власти которого разрушают мечети и преследуют мусульман? Что может объединять Турцию и Россию, которая незаконно оккупировала Крым и преследует родственный туркам крымско-татарский народ? Геополитика и правда цинична? Существуют лишь национальные интересы? Или все-таки должны быть красные линии? Об этом поговорим в 22-м выпуске блога Liberate Crimea. Информация об участии в международном мероприятии, состоявшемся в Турции депутатов Государственной Думы, незаконно избранных в оккупированном Крыму, а также их представление главе Турецкой Республики Реджепу Таипу Эрдогану, воспринято в украинском обществе как недоразумение. Однозначно, подобные провокационные ухищрения российской власти – это попытка вовлечения мировых лидеров и известных политических деятелей в легитимизацию незаконной аннексии Крыма и оправдание преступлений, совершаемых российской оккупационной властью против украинского и крымско-татарского народов. Это целенаправленная попытка Кремля навредить высокому уровню доверительных отношений между Украиной и Турцией. А факт пребывания в составе официальной делегации Российской Федерации депутатов Государственной Думы, незаконно избранных на временно оккупированной территории Украины, их участие в межгосударственном мероприятии может восприниматься как игнорирование позиции ООН, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, ПАЧЕС и других международных организаций, которые поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Хочу напомнить, что депутаты Госдумы Российской Федерации, представленные президенту Турции, являются непосредственными организаторами и исполнителями многих незаконных и преступных деяний, способствующих оккупации Крыма и запрету Меджлиса крымско-татарского народа, высшего представительного органа коренного народа Крыма, преследованием, арестом и лишению свободы членов Меджлиса крымско-татарского народа и активистов крымско-татарского национального движения. Есть ли параллели данного события с процессами в Сирии? Кстати, в работе данной конференции не принимал участие Иран. Итак, накануне данной конференции Турция официально начала операцию «Источник мира» в северо-восточной Сирии. Министерство обороны Турции проинформировало всех союзников по НАТО о начале операции, включая Францию, Германию, США и Британию, которые кроме Трампа не поддержали действия Анкары. Президент США Дональд Трамп официально запретил американскому военному контингенту помогать каким-либо способом сирийским курдам во время операции турецких войск. А Россия заявила, что втягиваться в конфликт не собирается. Возможно, Эрдоган заручился нейтралитетом Путина. По результатам конференции парламентарии Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции договорились о создании специального механизма по обмену разведданными, информацией, наилучшими практиками и опытом в сфере борьбы с терроризмом. При этом хочу напомнить, что Курдской рабочей партии, которая системно проводила террористические акты в Турции, помогал Советский Союз, а впоследствии Российская Федерация. Также следует вспомнить о массовых террористических актах в Турецкой Республике после того, как был сбит российский военный самолет турецкими пилотами в воздушном пространстве Турции в 2015 году. С другой стороны, сдержит ли участие Турции в данной конференции репрессии Китая в отношении уйгуров и репрессии России в отношении крымских татар?
Важно, чтобы государства исполняли Всеобщую декларацию прав человека и Устав ООН, а не прикрывались ими в своих декларациях. А крымско-татарский фактор является решающим в стратегии по деоккупации Крыма и восстановлению территориальной целостности Украины. Поживем — увидим. До новых встреч!